Привет, друзья! Мы находимся в Филадельфии, в США, возле Ванилы. Первое кыргызское кафе в городе Филадельфия. Сейчас мы собираемся туда зайти, взять интервью у очень крутых кыргызских ребят, Джамболот и Бакытберди, которые открыли это кафе, и заодно покушать. Поехали, будет интересно. Go! Вот эти ребята уже нас ждут. Ассаламу алейкум. Семетей. Бакытберди. Очень приятно. Я журналист, мы с вами созванивались с Бишкека. Семетей, вы Джамболот, да? Семетей, очень приятно. Вот эти ребята. Поехали. Джамболот, Бакытберди, очень рад, что вы согласились дать нам интервью. И первый вопрос, расскажите, пожалуйста, как получилось, что вы оказались в Штатах, почему именно в Филадельфии, каким образом здесь оказались? Наверное, с вас начнем, да? Спасибо за предоставленную вами возможность проявить себя. В Америке у каждого судьба, как попали, каким образом они здесь оказались, разная. Нам посчастливилось выиграть грин-карту, то есть моим родителям. Это было в 2008 году. Вот с тех пор, слава богу, находимся по грин-карте. У нас были родственники здесь, поэтому мы вот как приехали и здесь же и остались. Нам город понравился, везде все есть, транспорт, вот это все, как бы удобства хорошие. Мы остались здесь. Бакытберди, почему именно Филадельфия? Большинство наших кыргызстанцев, наверное, я и тоже вначале прилетел в Нью-Йорк, жил там 2 дня в Нью-Йорке, и потом переехал почему-то в Филадельфию, хотя здесь у меня был знакомый человек, который, можно сказать, один из таких близких моих людей, близких моих друзей, да, вот. Он жил, так как он жил здесь, в Филадельфии, я приехал к нему, и мне Филадельфия очень понравилась, и я как бы остался здесь. Вам же вопрос, почему именно кафе? Откуда зародилась идея открыть здесь первое такое кыргызское кафе? Но вообще идея открыть кафе, это было у нас очень давно. Можно сказать, с моим другом Джамболотом и с нашими женами мы вчетвером всегда об этом думали. То есть эта идея была у нас изначально, да, я даже всегда в шутку даже, можно сказать, я говорил Джамболоту, если вдруг я увижу какое-то пустое помещение, я всегда говорил, я сам как очень, из наших национальных блюд я люблю манты, и как бы я всегда говорил, может, откроем манты-хана, да, вот типа такого, да. И вообще кафе это, знаете, именно вы спрашиваете, почему именно кафе, знаете, мы очень любим общение с людьми, да, мы очень любим, наши девочки очень любят красиво что-то украшать, красиво давать, встречать гостей, вообще сфера общения. Это все мы подумали вместе, это кафе. Ванила атты кафенің ішіндесіз. Мінекей ваниланың жындыздары, Нұрия мен Марал, бері қарап қоюға құя отырады. Джамболот, вот идея появилась, нашли пустое помещение. Какие самые основные трудности были, когда вы начали, сняли помещение сначала? Какие трудности были? Спасибо. Трудности были, я считаю, во всем. Потому что у нас до этого с друзьями никогда не было опыта в сфере рестораторской деятельности, так сказать. Мы все изучали методом тыка, спрашивали у людей, у знакомых, у тех, кто, допустим, работал. Благо, что наши жены, они как бы, сказать так, у них это было заложено. То, что они жены, матери,
И они могли вот это все обслуживание готовить хорошо. Ну, в этом плане хорошо получилось у нас. Вот. А в остальном мы очень долгое время уделяли на тот момент, на первое время, потому что персонала особого у нас не было, все мы делали сами. Чуть ли до 4 утра мы здесь как бы возились в кафе, готовились на следующий день. И вот, слава богу, сейчас уже все нормально. Спасибо нашим девочкам, коллективу обязательно, конечно. Вот мы справились, я считаю, что мы справились. Здравствуйте, меня зовут Юлия, я работаю в Ваниле. Ну, я начала работать относительно недавно, но как я сюда пришла, я до этого ходила сюда часто с родителями, с семьей, с мамой. И мне всегда здесь нравился интерьер, здесь всегда было очень уютно, атмосферно, комфортно и очень вкусно. То есть кухня здесь просто очень вкусная. Я пробовала здесь пасту, ну, я много здесь чего пробовала, и мне всегда это нравилось. И в один прекрасный день я просто решила пойти сюда работать. И здесь очень хороший коллектив, очень хорошие работники, сотрудники. Здесь всегда готовы помочь. У меня также удобный график. Я работаю 2 раза в день. С утра с 9 до 12 дня и вечером с 6 до 9. Вот. У нас здесь всегда много клиентов. Все очень хорошие, добрые, воспитанные. Все друг друга уважают. Повара тоже очень классные. Шеф-повару отдельное спасибо за такую божественную еду. Бахтиверди, то есть начинали сначала только вы четвером, вы и жены. Хотя бы имена жен назовите, пожалуйста. Да, вначале, конечно, было нас только 4. Да, это никому не секрет. Мою жену зовут Нурия, жену Джамбулота зовут Марал. Мы очень давно дружим, мы очень близко дружим, но как бы, да, начинали мы вчетвером, идея как бы была наша, да, мы сами вот вчетвером это все начали, но нельзя забывать о том, что и очень много людей нам помогали. Наверное, они сами знают, да, эти люди, спасибо, ну, пользуясь случаем, хочу поблагодарить их еще раз, что эти люди поддержали нас в трудный момент, да, как бы сказать, но когда человек начинает того, что он толком не знает, это, оказывается, ну, очень много трудностей, да, вообще. И я очень благодарен этим людям, что они поддержали нас, помогли и теплыми словами, и вообще во всем, да. Морально поддержали и помогли, показали, и, ну, в общем, вплоть до того, что мы здесь, когда находились, нам некогда было покушать. Некоторые наши знакомые просто из дома приносили блюда, чтобы мы пообедали, да. Вот даже до такого была помощь наших друзей. Спасибо вам еще раз, дорогие наши друзья, знакомые. Я вам очень благодарен, пользуясь случаем, я хочу еще раз их поблагодарить. Я надеюсь, что Джамбулот согласится со мной во всем. И как бы вот так это и было. Да. Джамбулот, а в чем изюминка вашего кафе? Что особенного того, что отличает от других кафе Филадельфии? Ну, скорее всего, это некий уют в кафе, который мы старались всей командой создать, некую атмосферу такую приятную, спокойную. Ну и блюдо, наверное. Блюдо это тоже немаловажную роль. У нас нету такого, как у всех. Фишка в том, что у нас есть от всего по чуть-чуть, понемногу. Есть и наша кухня, есть и европейская кухня, есть по спецзаказу можем сделать все, что угодно. Так что вот благодаря этому люди сюда, я думаю, приходят. Есть пирожные, торты, сладости, в этом плане кофе. Вот такая вот у нас фишка, то, что у нас не как у всех, я так скажу. Бахтиверди, а из кыргызской кухни какие блюда есть здесь? Вообще изначально, как бы, когда мы открывали кафе, мы думали, что это будет не национальная кухня, то есть больше мы будем акцентироваться на европейские блюда, но по мнению, мы тоже как бы делали такой маленький соцопрос, и по результатам этого соцопроса мы как бы оставили
лагман, манты и хашаны. То есть мы из наших национальных блюд, получается, имеем 3 вида. Вот лагман, манты, хашаны и еще спецзаказ мы делаем бешбармак. А вот я вижу среди посетителей не только кыргызов, тут есть и американцы, я так понимаю, россияне, украинцы, да? А вот они заказывают кыргызские блюда? Да, очень часто заказывают на наше национальное блюдо тоже. И бывало такое, что мы не раз с Джамбулотом были свидетелями, как американцы именно заказывали бешбармак на заказ, спецзаказ, да. Круто, круто. Джамбулот, а вообще самые популярные блюда здесь какие? Кыргызские или все-таки европейские, или, может быть, сладости? Я думаю, что стейк. Стейк, да. Как такового популярный самый номер 1 это стейк по меню. А в остальном все в принципе одинаково. Если по процентному соотношению считать, все заказывается на одном уровне. И столько же том-ям, и вот такие вот блюда, лагман, манты. В зависимости, бывают такие дни, когда заходят только, скажем, СНГшники славянской национальности. Вот они приходят и борщ, что-то чисто свое такое, европейское. Бывают дни, когда только наши, азиатские, допустим, да, узбеки, казахи, кыргызы. Но тогда уже понимаешь, что сегодня более национальная такая меню пошел, да. Насколько я слышал, что в Америке большая проблема с поварами. Например, если в Кыргызстане у нас там с поварами проблем нет, то здесь проблема с поварами. И вообще с персоналом. Были ли трудности с персоналом? Где вы нашли поваров? Повара мы изначально, самые первые дни, когда мы открылись, наверное, друзья мои не возражают, это был наш друг, общий знакомый Азиз, вот, благодаря кому первые дни он как человек, имеющий опыт в этом деле, он нам показал некоторые вещи, обучил, так сказать, приемы показал. Но когда он приходил, он сразу сказал, что это будет временно, это будет буквально на пару месяцев. У него были свои планы, и, слава богу, он сейчас делает то, что он хотел, задумал. А так, с поварами, да, люди сюда приезжают, и мало кто остается в этой сфере. Все хотят делать то, что большинство делает. Это, никому не секрет, это траковый бизнес для ребят, допустим. И как-то нам, рестораторам, скажем так, немножко тяжело в этом плане. Содержать, сохранить. И мы уже как бы с этим смирились. Мы знаем, что человек не постоянный. В основном девочки, допустим, это люди, которые через знакомых обычно приходят. Некоторые сами по собственному желанию приходят, говорят, вот мы хотели бы поработать с вами. Нам это приятно. Приятно то, что они есть. Есть, конечно, некие нюансы, но не без этого, как говорится. Спасибо. Бахтверди, самая основная трудность в бизнесе – это наличие конкурентности. Как дела у вас с этим обстоят? Честно сказать, я никогда не планировал с кем-то конкурировать. Еще раз хочу подчеркнуть то, что кафе была идея изначально, но самое основное это мы хотели открыть такой некий хобби для наших жен, да? Мы никогда не пытались или не хотели с кем-то конкурировать или еще что-то такое. Мы изначально знаем, что наши жены очень любят готовить, красиво подавать, общаться с людьми. И я, как еще раз хочу подчеркнуть, это все в одном, это кафе. И больше не то, чтобы с кем-то конкурировать, а мы кому-то просто хотели, чтобы наши жены занимались тем, чем они хотят, то, что им приятно, да, то, что они любят. И в этом плане я хочу сказать, что это самое первое очередь, это мы создали такой некий, можно сказать, хорошее занятие для наших жен, но и для себя, да. И как бы мы изначально мы не пытались и не конкурируем, и не будем конкурировать. Так что Хотел бы кое-что добавить. Ни для кого не секрет, для жителей Америки любое заведение в основном закрывается в 2 ночи. Неважно, какой день недели. А
когда мы открывали кафе, у нас с другом, мы любим немножко петь, танцевать, ну, друзей собирать, собираться с друзьями. Бывает такое, что у кого-то дома сидишь, до 11 часов все. После 11 уже соседи жалуются. А здесь, пожалуйста, хоть до утра. Нам просто, с одной стороны, очень хотелось иметь такое место, где бы могли просто находиться, отдыхать, делать, что хотим. В разумном плане, конечно. Поэтому и тоже одна из таких причин открытия, зарождения нашего кафе, вот, чисто для себя тоже. Хобби и свое личное времяпровождение после работы. Бахтырды, ваши постоянные посетители, вообще ваши посетители, кто они? Опишите такого вашего среднестатистического посетителя. Это не только же кыргызы или представители стран СНГ? Нет, у нас большинство, можно сказать, что приходят клиенты, это люди стран СНГ, да, вот кыргызы и, конечно, коренные жители, то есть американцы тоже очень много приходят. К нам приходят и итальянцы, вот рядом у нас находится итальянский ресторан, и вот итальянцев тоже очень много, американцев, ну, я бы не сказал, что к нам приходят только кыргызы и к нам приходят только люди стран СНГ, я бы, ну, не осмелился бы так сказать, потому что и американцев очень много бывает у нас, потому что как бы у нас именно кафе, получается, breakfast all day, то есть завтрак на весь день, а здесь ни для кого не секрет, американцы очень любят завтраки, то есть они могут прийти и даже в 8-9 вечера заказать завтраки. Поэтому и они очень часто приходят за завтраком, и я имею в виду, что ну, то есть в любое время дня вы можете прийти и заказать завтрак. Насколько я знаю, здесь в Америке только до 11, до 12 завтраки подают. Да, В других кафе. Да, в других кафешках завтраки подаются только до 11, ну, к примеру, да. А у нас целый день, да, это может быть. А вообще уровень сервиса в Америке на каком уровне находится? Вот как у нас в Кыргызстане, у нас считается, что у нас там именно уровень сервиса в кафе, в ресторанах, ну такой хороший, на хорошем уровне находится. Как дела в Америке обстоят с этим? Ну, уровень сервиса, можно сказать, что в Америке не очень. Люди здесь не парятся насчет этого. Как бы можно сказать, что как бы, если человек пришел в ресторан, он пришел покушать, да? Человек пришел в боулинг, он пришел поиграть в боулинг, да? Человек пришел там попеть, он пришел попеть, да? То есть особо не заморачиваются, даже не замечают некоторые моменты, допустим, в сфере обслуживания, да, если человек что-то упустил, допустим, официант или официантка, как бы на это внимание не придают особого значения. А у нас это по-другому, у нас же сразу с этого и начинается. Вот поэтому я и спрашиваю, может быть, еще одна изюминка у вас в том, что у вас такой типично наш кыргызский уровень сервиса? Нет, да, вот я хочу сказать, что ну, наша изюминка еще в том, что насчет обслуживания и насчет подачи вообще, да, здесь никто насчет этого не парится. Люди, вот даже элементарно мы бывали во многих местах, где люди подают в обычной пластмассовой посуде. То есть это, ну, раньше как бы я тоже не замечал, да, можно сказать, но когда мы загорелись этой идеей, мы это все проработали, да, это все мы досконально довели до того, что чтобы именно подача, да, вот подача блюда, да, сервис, вот это все оформление, да, чтобы было на в таком высоком уровне, да, мы хотим именно даже подать блюдо в красивой посуде, да, чтобы все это было, то есть сюда люди приходят насладиться эстетически, вот красиво посидеть, красиво покушать и вкусно, соответственно. Жанболот, вот я уже нахожусь несколько дней в Штатах и заметил, что, например, если заходишь в пиццерию, подают только пиццу. Если фастфуд, только фастфуд. Если там в кондитерскую, только там мороженое или вкусную еду. Или там, если в итальянскую, то это паста. Даже вот в узбекский ресторан мы зашли, там только азиатские блюда. Здесь я вижу у вас такое комбо, да, микс всего. Там и сладости есть, и азиатская, и европейская. Тоже такой хороший маркетинговый ход, да?
Да, как я ранее сказал, это, наверное, стараться делать то, что не делают все. Потому что таких одинаковых ресторанов здесь по нашему городу, Филадельфии, очень много. И вот это вот наша была цель, чтобы просто выделиться из толпы. Показать, что вот есть место, куда ты можешь прийти, и у тебя будет в меню все, что ты захочешь. Ну, по кухне, если так сказать. Вот так. Да, то есть можно сказать, что вы правильно говорите, я дополню, да, вот слова моего друга, если вы пришли в итальянский ресторан, то вы можете заказать итальянское блюдо, да, то есть паста, пицца и тому подобное. Вы пришли в корейский ресторан, вы можете заказать корейские блюда, да, в уйгурский ресторан уйгурские блюда. То есть мы именно хотели сделать так, чтобы человек пришел в один кафе и мог заказать все, что ему хочется. Заказал он, пожалуйста, у нас есть и итальянская кухня, у нас есть и американская кухня, у нас есть и европейская кухня, у нас есть и азиатская наша кухня, да, то есть все в одном мы совместили в одно такое маленькое кафе, чтобы человек, я же еще говорю, мы можем даже, если вы закажете, мы можем бешбармак сделать. Того, чего в других кафешках. То есть здесь вы можете заказать все, что вы хотите, вплоть до бургера. Мне все время было страшно интересно спросить у ваших посетителей. Я, наверное, попробую это сделать, если они дадут мне разрешение. Но если вдруг не дадут, ответ на всякий случай спрошу у вас. Когда американец ест бешбармак, какие у него первые впечатления? Но я не буду врать, но просто... Он начинает в мыслях, мне кажется, я вот тоже представляю, он, наверное, в мыслях, что это? Да. Такое у него, Да, он вроде нормально, вроде... пару раз у нас так было, что вот американец попробовал бешбармак, он просто не мог ничего сказать, просто он руками вот так, но он думал, что в составе. Но сам американский народ в этом плане, они очень вежливые. Даже если бывает так, что блюда, именно национальные блюда, кому-то могут, допустим, просто не по теме или как-то не зайти, но они этого не скажут. Они просто из вежливости могут просто промолчать или улыбнуться в этом плане, да? Сказать честно. Скажите, а было, что американец или другой иностранец съел бешбармак и вернулся за ним, сказал, сделайте мне? Такое бывает. Они бывают, но именно в тот момент, когда они этого просят. У нас бешбармак обычно мы рекламируем. У нас есть страничка в Инстаграме, и мы даем объявление такое краткое. Special Day, допустим, бешбармак. И по-кыргызски. Вот именно по-кыргызски, чтобы настоящий, мы еще такой пишем, что это действительно настоящий во всем плане, то что там будет конина. И приходят СНГшники, у вас точно конина? Да, есть такое. И вот они приходят, а вот некоторые дни, когда приходят, именно спрашивают, когда они тогда ели, тогда просто приходится сказать, follow us on Instagram, смотрите, может мы и напишем то, что будет еще раз повтор такого дня. Наша передача вообще о кыргызстанцах, которые добивались успеха. И вот смотрите, вы, да, и ваши вторые половинки, люди, которые никогда не изучали ресторанный бизнес ни на практике, ни в теории, не заканчивали соответствующих учебных заведений, да. Вы там не имели опыта работы в Кыргызстане, но добились такого большого успеха, что сейчас я вот даже в Филадельфии слышу, что очень много людей к вам приходит. По-вашему, в чем секрет вашего успеха? Секрет нашего успеха, еще отметили то, что мы, очень всегда относимся к каждому клиенту по-особому, и то, что наша подача, и то, что здесь может человек просто расслабиться, красиво посидеть, красиво покушать и просто уединиться, можно сказать, да. Еще я думаю, это свойственно для каждого человека. Это был простой интерес. Интерес со стороны клиентов, что это? Вроде ванила, заходишь, у них есть и пироженки, у них есть такие блюда, и европейская кухня, и национальная кухня. Вот. И вот этот интерес побуждает вот такие вот моменты, то, что они сюда уже приходят почаще, да? Джамбулот, а почему ванила? Почему там не Бишкек, не Кыргызстан, не Джибек-Джолу, как в Чикаго? Почему не кыргызское название, а такое общее название?
Во-первых, ванила это была идея моего друга Бахберды. Вот он предложил. Да, у нас тоже были такие моменты, можно назвать Бишкек или там что-нибудь такое, чисто наше. Но исходя из того, что здесь уже есть такие рестораны, Узбекистан, Ташкент, Самарканд, мы так подумали, это будет со стороны маркетинга лучше название дать такое нейтральное, чтобы каждый человек, который пришел сюда, у него не было ощущения, вот я у кого-то сижу. Чтобы вот пришел в ванилу, значит, непонятно чье кафе, заведение, но не было такого подтекста, да, что вот мы... Бывает такое, здесь есть народы, допустим, которые могут не особо друг к другу относиться, ну, или, допустим, это чисто у каждого личное такое восприятие того. Поэтому ванила чисто нейтралитет для всех. Ванила еще это сладкое, жизнь сладкая. У нас есть лозунг «Live in Fila, like vanilla, love vanilla». Это живешь в Филе, люби ванилу, да? Типа так. Live in Fila, love vanilla. Ну, можно сказать еще и почему ванила, потому что это, во-первых, как отметил Джамблот, это такое нейтральное название, как бы, да, это и не кыргызское, и то есть мы этим хотели показать то, что у нас кухня не национальная, то есть такая для широкой публики. Не только Не национальная. только национальная, да. И во-вторых, почему ванила? Я предложил ванила. Почему? Потому что наши девочки очень любят цветы. Как вы видите, мы, ну, как ванила везде украшена цветами. И ванила это цветы, и ванила это сладкое, то есть ванилин, да, мы как делаем здесь пирожные. Ванила это то, что ну, пахнет такое, да, вот запах такой ванильный, сладкое добавляется, в блюдо добавляется, то есть это Ну и всё. звучит хорошо. Да, и при всем этом звучит очень мы так хорошо. думаем. Да, по крайней мере, да. А, Насколько ваше кафе стало известным в Кыргызстане, что в Кыргызстане туристы, которые приезжают в Филадельфию, специально приходят к вам? Я, конечно, боюсь соврать, но за последние месяцы вот все люди, которые приезжают с Кыргызстана, посетили наше кафе. Почему? Потому что, может, это из-за того, что это первое кыргызское кафе. Я не знаю, может, из-за того, что люди так хорошо нас рекламируют, можно сказать. Но нет, но в последнее время вот все, которые люди приехали с Кыргызстана, нас, да, вот, обязательно посещают нас. Это кто-то понаслышке, да, кто-то специально привозит своих гостей сюда. Вот, в общем, да, мы немало гостей встретили. Ну, понятно, что ресторанный бизнес вы не знаете, но самое, наверное, сложное, на мой взгляд, в ресторанном бизнесе – это бухгалтерия. Все-таки закупы, потом посчитать, рассчитать порции и заплатить налоги, аренду, и после этого, чтобы прибыль оставалась. Как с этим справляетесь? Благо у нас девочки уже имеют опыт. Мы с другом всегда на работе и к финансам относились всегда так. Потому что не заморачивались в этом плане. Нам легче отдать все девочкам, да, супругам, чтобы они за всеми этим следили. Ну, у них для этого целый день, и они этим занимаются на данный момент. Они вот сейчас у них контроль качества, бухгалтерия, вот как вы сказали. Вот так и день уходит. Ну, завоз продуктов неких, допустим, для нужды ресторана. Девочки вроде справляются в этом плане, наши жены. Два слова о технических трудностях. Насколько строго здесь с налогами, насколько строго здесь с чистотой. Ну, вот у нас, например, санэпидемстанции иногда приходят. Вот эти контролирующие органы, насколько здесь строго относятся именно к кафе? К кафе они относятся очень строго. Они с нами не сюсюкаются. Их ничем не убедишь, ничем не подкупишь, как это возможно в некоторых странах. Они вот придут, у них есть свой лист, свой список, и если ты не подпадаешь, или что-то где-то ты не добрал, не доделал, где-то что-то упало, если они заметили что-то не такое, ладно, они сразу отмечают галочкой, и уже бывает так, что они могут на месте вам
оштрафовать, ну, там, выписать штраф, сказать, вот оплатите, я еще приду в следующий раз. Будьте любезны, чтобы вот этого больше не Да, повторялось. вплоть доходит до того, что они могут закрыть кафе. Да, ну, знаете, мы не волшебники, мы только учимся. Так что бывает так, что просто из чисто незнания тех или иных правил, допустим, ведения этого бизнеса, ну, бывает. Мелкие, самые такие незначительные. А так, в основном, мы всегда проходим, у нас все хорошо в этом плане. И даже просим иногда, придите, посмотрите, оцените нас. Вау. Вахтберди, есть ли планы расширить вашу кофейню до ресторана? Да, у нас, конечно, этот план есть, можно сказать, созревает. В голове мы уже, и в голове, и на бумаге у нас уже есть приблизительные планы. Вообще, я еще раз хочу отметить, что идея кафе была давно, но у нас с Джамбулотом есть другие планы. Мы хотим до сих пор заниматься еще помимо кафе совсем другой деятельностью. Но кафе как бы мы открыли для наших жен, чтобы это было их свое что-то хобби, Чтобы они от нас да, отстали. чтобы они занимались, да, чем-то. Но сейчас, видя все это, да, как бы, то есть, можно сказать, хобби переросло в бизнес, да, вот у нас проявился интерес, и, конечно, у нас в планах есть, и мы будем расширяться, дай бог, да, и надеюсь, что до вашего следующего визита, наверное, мы уже вас будем встречать в нашем следующем новом кафе, да? Дай бог, куда я бурюса. Да. И завершающий вопрос. Если это будет ресторан, кто в сфере ресторанного бизнеса для вас является примером и какого уровня, такого уровня вы хотели бы достичь? Ну, надо быть, я думаю, предельно откровенным. У нас, конечно, так как мы новое заведение, у нас есть куда расти. И Джибек Джулу, который находится в Чикаго, явный тому пример. То есть нет предела. Можно что-то делать, как-то делать, коллаборацию какую-то некую рестораторскую создать в этом плане. И не только ресторан. Это можно делать все, что угодно из этого. Так что нам есть куда расти и есть с кого брать пример. Вот. Спасибо таким вот лицам, то, что они и есть. Ну, как ответил Джамбулот, у нас есть брать с кого примеры, да, вот. Те же наши соотечественники, дай бог им здоровья, процветания, хотел бы отметить, да. Но будем расти, стараться и улучшаться, идти к совершенству. Спасибо за интервью, ребят. Ребят, вы очень крутые парни. Я прям очень горжусь, что я вас встретил, что познакомился с вами. Для меня это большая честь. И это тот самый момент, когда я горжусь, что я с Кыргызстана. У меня есть такие великолепные соотечественники. Вам успехов. Надеюсь, что в будущем мы услышим о вас как больших рестораторах, больших бизнесменах. Всех. Я желаю вам, чтобы вы все те амбициозные цели, которые вы для себя поставили, они превратились в жизнь. Спасибо вам, Спасибо ребят. вам. Спасибо вам. Рахмат. Рахмат, спасибо.